Исцеление для ада. Однажды я увидела своим лучиком работающую на участке одинокую старушку. Подвижная, худенькая, всегда радостная, она сразу заинтересовала меня. Участочек у нее совсем маленький, растет на нем много разного и хорошо растет, потому что делала она все с любовью. Потом я узнала, что все выращенное старушка возит в корзинке в людные места и продает. Сама первые плоды, когда они у вас дороже стоят, старается не есть, а продать. Деньги ей нужны были, чтобы сыну своему помогать. Родила она его уже в возрасте, осталась без мужа. Родственники не общались с ней. Сынок ее рисовал в детстве, и она мечтала, что станет он художником. И он несколько раз пытался куда-то там поступать, учиться. Поступил в конце концов. Раза два в год приезжал он к своей старушке, матери. Для нее эти приезды были величайшей радостью, и каждый раз скопила она деньги и делала съестные припасы. Выращенные на участке овощи в банке стеклянные закрывала к приезду сына и все ему отдавала. Очень сильно любила его и мечталось ей, что станет за нее хорошим художником. Она жила этой мечтой. Старушка доброй была и веселой. Потом я некоторое время не смотрела на нее. Когда вновь увидела, старушка была уже очень больна. Ей трудно было наклоняться, чтобы работать на участке со своими растениями. Острая боль пронзала ее тело с каждым наклоном. Но она такая изобретательная оказалась. Грядки она сделала узенькие и длинные. От старой табуреточки сиденье без ножек возьмет, положит его между грядками, сядет на него и, сидя, выпалывает грядки от сорняков. Так на сиденье и передвигается по всему участку. Корзинку за собой на веревочке таскала. И радовалась, что хороший урожай у нее будет. Урожай действительно предстоял хороший. Растения ее чувствовали и реагировали соответственно. Старушка понимала, что скоро умрет, и чтобы своей смертью хлопот сыну меньше доставить, сама гроб себе купила, венок и вообще все приготовления сделала к похоронам. Но ей хотелось еще и урожай собрать, и заготовки для сына на зиму сделать перед смертью. Я не придала тогда значения, почему при таком тесном контакте с растениями своего участка она все же болеет. Я думала, может, от того, что сама плоды со своего участка почти не ест. Продаст их, а на выращенные деньги старается купить что подешевле. Я решила помочь ей. И однажды, когда она легла спать, я стала обогревать ее своим лучиком, выгонять из тела ее болячки. Чувствую, что-то лучику сопротивляется, но я все равно стараюсь. Так, наверное, больше 10 минут делала, пока не добилась своего, пока не вылечила ее плоть. Потом, когда дедушка пришел, я ему рассказала о старушке и спросила, почему лучику что-то сопротивлялось. Он задумался и сказал, что я нехорошо поступила.
Расстроилась я тогда. Просить стала дедушку пояснить, почему. Он молчал, потом сказал: ты исцелила тело. И что же такого плохого ты могла натворить с душой старушки? Анастасия вздохнула и продолжила. Старушка перестала болеть и не умерла. Сынок ее приехал к ней раньше обычного. На 2 дня всего приехал и сказал, что учебу бросил и художником быть не хочет, занялся каким-то другим делом, приносящим доходы, жениться. Теперь у него будут деньги, и чтобы она склянки всякие ему больше не заготавливала, потому что перевозка их теперь дороже обходится. «Сама питайся получше, мать», — сказал ей. Он уехал, не взяв ничего. Старушка утром на крылечко села, на участочек свой смотрит, а в глазах такая опустошенность, тоска, нежелание жить. Представляешь, тело здоровое, а жизни в нем как бы и нет. Я увидела, а скорее почувствовала, какая страшная опустошенность в ее душе и безысходность. Если бы я не вылечила ее тело, старушка умерла бы вовремя. Умерла спокойно, с красивой мечтой, надеждой. Теперь же она оказалась в опустошении еще при жизни, а это было во много раз страшнее физической смерти. Через 2 недели она умерла. Конфиденциальный разговор. Я поняла, что болезнь физическая – ничто по сравнению с душевными муками. Но лечить душу я тогда еще не могла. Мне захотелось понять, как это можно сделать, и можно ли вообще. Теперь я знаю, это возможно. Еще я поняла, физические болезни в человеке появляются не только вследствие его самоустранения от окружающей природы и не только вследствие темных чувств, которые он допускает себе. Они, болезни, могут быть и механизмом предостережения или даже спасением от значительно больших мук. Болезни – это один из механизмов, способов общения великого интеллекта, Бога с человеком. Боль человека – это и его боль. Но иначе нельзя. Как иначе сказать, например, тебе: не забрасывай свой желудок всякую непотребность. Ты ведь слова уразумления не воспринимаешь. Тогда болью тебе говорятся уразумления. Но ты таблетки обезболивающие пьешь и снова по-своему упорно делаешь. Так что же, по-твоему, получается, людей лечить не надо? И не надо помогать им при недомогании? Помощь должна быть, но прежде всего в точном осознании первопричины заболевания.
Необходимо помочь осознать, что желает сказать ему великий интеллект, Бог. Но сделать это очень трудно. Можно ошибиться, ведь боль — конфиденциальный разговор двоих, знающих друг о друге. Вмешательство третьего часто вредит человеку, а не помогает. Зачем тогда ты из меня болезни повыгоняла? Навредила, получается? Все твои болезни вернутся к тебе, если ты не изменишь свой образ жизни, отношение к окружающему и к себе, если не поменяешь некоторые свои привычки. Именно они явились следствием твоих болезней. Душе твоей я вред не нанесла. Мне стало ясно. Убедить Анастасию извлекать доход от использования ее способности исцелять невозможно, пока она чего-то там до конца не осознает. Рушился мой коммерческий план. Анастасия, наверное, заметив мою досаду, сказала: «Ты не расстраивайся, Владимир. Я постараюсь быстро все осознать. И сейчас, если ты действительно хочешь людям помочь и себе, а не только делать деньги, я расскажу тебе о способах, с помощью которых может вылечиться человек от многих заболеваний сам, и при которых не может быть таких нежелательных последствий, как при вмешательстве посторонних в его судьбу. Если ты захочешь это выслушать». «А что мне остается делать? Тебя же все равно не переубедишь. Рассказывай». Есть главных причин болезней человеческой плоти. Это пагубные чувства, эмоции, искусственный режим приема пищи и ее состав, отсутствие ближней и дальней цели, лжепредставление о сути своей и предназначения. Противостоять болезням плоти с успехом могут положительные эмоции, многие растения. Переосмысливание сути своей и предназначения очень многое могут изменить и в физическом состоянии, и в душевном. Как можно вернуть в условиях вашего мира утраченную связь человека с растениями, я тебе уже говорила. И осознанности всего остального легче достигнуть через личный и непосредственный контакт с этими растениями. Еще лучом любви можно вылечить многие болезни ближнего своего и даже жизнь продлить, создав вокруг него пространство любви. Но и сам человек, сумевший вызвать в себе положительные эмоции, может с их помощью заглушить боль, излечить плоть от заболевания, даже ядом противостоять. Что значит вызвать? Как можно о хорошем думать, если зуб болит или желудок? Чистые, яркие мгновения жизни, положительные эмоции, как ангелы-хранители, победят боль и болезнь. А если у какого-то человека не было достаточно чистых и ярких мгновений, вызывающих исцеляющие положительные эмоции, тогда что ему делать?
Немедленно нужно сотворить нечто такое, чтобы появились они. Они появляются, когда окружающие тебя люди относятся к тебе с искренней любовью. Вот и сотвори такую ситуацию, сотвори поступком своим по отношению к окружающим, иначе не сможет тебе помочь твой ангел-хранитель. Интересно узнать, у меня они были и какой силы, как их вызвать? Это можно сделать с помощью воспоминаний. К примеру, воспоминанием о чем-нибудь хорошем, приятном из своего прошлого. С помощью этого воспоминания почувствуй то благостное состояние, которое было в тебе. Хочешь попробовать прямо сейчас? Я помогу. Попробуй. Ну давай, попробуем. Ляг, пожалуйста, на траву и расслабься. Вспоминать можно, начиная от сегодняшнего мгновения жизни и уходя в прошлое. Можешь вспомнить детство и идти мысленно к сегодняшнему дню. Можешь сразу вспомнить самые приятные минуты и связанные с ними ощущения. Я лег на траву. Анастасия тоже легла рядом и положила пальцы своей руки на мои. Я подумал, что ее присутствие будет мешать сосредоточиться на воспоминаниях и сказал: «Мне бы лучше одному побыть. Я буду тихо вести себя. Ты, когда начнешь вспоминать, забудешь обо мне, и прикосновение руки не будешь чувствовать. Но я помогу тебе быстрее и ярче все вспомнить». Благодарю вас, благостных снов. Волшебных, добрых, сказочных, чудесных, благотворящих, осознанных тебе снотворений во сне. Пусть творятся чудеса у тебя, сыночек родной ты мой. И всем желаю этого. Благодарим!